Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. События этой недели обусловили рост политической напряженности в стране. Пресс-конференция блока оппозиционных сил, где жесткой критике подвергся политический курс нынешней власти, внеочередной съезд партии Амцахара, выдвинувший требования об отставке президента, и ответные мероприятия сторонников действующей власти резко накалили обстановку. Политическую ситуацию, которая сложилась на этой неделе, мы позже обсудим с нашим гостем в студии. А сейчас Ролан Матуа с обзором новостей недели. – 19 октября премьер-министр Артур Миквабе на встрече с журналистами подвел итоги участия абхазских производителей на агропромышленной выставке «Золотая осень-2015». В этом году Абхазию на выставке представляли 14 компаний. По ее итогам наши производители получили 14 золотых и 5 серебряных медалей в разных номинациях. Также Абхазия удостоилась главной награды Гран-при выставки. Также на встрече с журналистами Артур Миквабе поделился о планах по созданию нового проекта «Молодая семья». Руководители блока оппозиционных сил провели 19 октября пресс-конференцию для журналистов. В пресс-конференции приняли участие представители фонда АПРА, партии Амцахара, общественных организаций Абзанхара и женщины в политике. Лидеры этих оппозиционных объединений критически высказывались по различным вопросам внутриполитической обстановки, экономической ситуации в стране и другим актуальным проблемам. Планы по организации съезда Амцахара блок оппозиционных сил в этот же день обсудил также с представителями интеллигенции. 19 октября свои обращения распространили Республиканская общественная организация ветеранов АРУА и партия Форум народного единства, в котором выражалась поддержка курса руководства страны. Обе организации подчеркивали, что впервые за многие годы власть выстраивает систему, при которой Абхазия станет не дотационным государством, а сможет зарабатывать и существовать на собственные ресурсы. Партия ФНА призвала граждан Абхазии объективно посмотреть на происходящее. В ее обращении подчеркивалось, что нам, как никогда прежде, необходимо единство и понимание того, что наше будущее зависит только от нас самих. 19 октября в республике стартовала программа диспансеризации населения. В рамках этой программы в Абхазском государственном университете прошли медицинские обследования около 600 студентов первых курсов. Диспансеризацию проводила бригада докторов мобильной поликлиники в составе 5 человек. Работали кабинеты офтальмолога, хирурга, уролога, отоларинголога, стоматологические и рентген-кабинеты, аппарат УЗИ. Также проводился забор крови для биохимического анализа. 20 октября в отделении гемодиализа республиканской больницы ввели в эксплуатацию 3 новых аппарата «Искусственная почка». Такая техника жизненно необходима для людей с почечной недостаточностью. Отделение гемодиализа в республиканской больнице было открыто более 3 лет назад. Тогда же была закуплена первая часть оборудования. В настоящее время возникла необходимость в приобретении еще нескольких аппаратов, так как на учете в отделении состоят около 30 человек. Государство закупило не только дорогостоящую технику, но и все расходные материалы. Жизненно важную процедуру гемодиализа проводят для пациентов бесплатно. Лишь объединившись, мы выполним многовековую мечту нашего народа, построим независимое абхазское государство. Об этом заявил президент Рауль Хаджимба 20 октября в своем обращении к народу Абхазии. Рауль Хаджимба подчеркнул, нынешний год убедил нас, что наше государство вполне самодостаточно и может развиваться за счет собственных возможностей. Сегодня, сказал президент, у нас есть шанс, объединив помощь со стороны России и свои внутренние ресурсы, добиться укрепления потенциала нашей страны. Президент призвал всех граждан Абхазии, отодвинув на второй план свои личные интересы, позаботиться о будущем нашей страны и наших детей. 21 октября в столице на стадионе «Динамо» прошел 6-й внеочередной съезд Республиканской политической партии Амцахара. Обсуждалась общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в стране. По словам выступавших, в стране нет динамики в развитии двухсторонних абхазо-российских отношений, ухудшилась криминогенная ситуация в стране. Съезд принял резолюцию, в которой выразили недоверие Раулю Хаджимба как президенту и потребовал его немедленной отставки. Также участники съезда призвали парламент страны назначить новые выборы президента. Параллельно со съездом Амцахара на Театральной площади в Сухуми проходил митинг общественной организации ветеранов войны АРУА. В нем приняли участие несколько тысяч человек, сторонников действующей власти. Здесь звучали лозунги о необходимости консолидации всего общества. По окончании митинга АРУА его участники направились к администрации президента. Туда же пришли делегаты со съезда Амцахара с резолюцией. После их встречи с Раулем Хаджимба к митингующим вышли руководители страны во главе с президентом. Вице-спикер парламента Даур Аршба зачитал требования Амцахара, которые участники митинга признали неприемлемыми. Затем перед собравшимся у администрации президента была зачитана резолюция митинга АРУА, которая была единогласно одобрена. Перед собравшимся у администрации президента выступили Рауль Хаджимба и другие руководители страны. Да, действительно, есть определенные мысли у некоторой части нашего общества,
Они не приемлют то, что происходит в нашей стране. Но это не говорит о том, что им запрещено думать. Мы сегодня впервые говорим о том, что есть возможность у людей говорить. И пусть говорят во всеуслышание. Народ сам разберется, кто прав, а кто нет. 22 октября президент Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию для журналистов. Глава государства подтвердил свое намерение оставаться на президентском посту до конца срока избрания. Рауль Хаджимба отметил, что ультиматум организаторов съезда только удаляют нашу страну от общей для всех цели создания действительно самостоятельного государства. Я еще вчера ответил на резолюцию Амцахара и хочу подчеркнуть сегодня, что буду исполнять свои полномочия согласно срокам, установленным Конституцией Республики Абхазия. Вчерашнее собрание Амцахара, участники которого позволили себе высказывания, которые не вписываются ни в какие нормы абхазской морали и политической культуры. И это не имеет ничего общего с идеей построения государственности. Более того, ведет нас в сторону от нашей общей цели. Президент также отметил, что сегодня власть делает все, чтобы у нашей страны было больше возможностей для развития и что именно на это нацелены мероприятия по укреплению дисциплины в налоговой сфере и в банковской системе. В ходе пресс-конференции президент ответил на вопросы о кадровой политике, о динамике российско-абхазских отношений, об ответственности за проведение незаконной паспортизации в стране в период правления прежней власти. 22 октября парламент республики провел внеочередное заседание сессии, на котором принял постановление в ответ на обращение участников съезда политической партии Амцахара, требовавших от депутатов назначения досрочных выборов президента. По единогласному мнению парламентариев, президентские выборы в 2014 году прошли в соответствии с законом, так как в них участвовали все политические силы Абхазии, которые признали их результаты, подтвердив легитимность проведенной избирательной кампании. Это исключает обоснованность требования о необходимости назначения парламентом досрочных выборов, говорится в постановлении Народного собрания. На военном полигоне Цабал в Гулрыбском районе 22 октября артиллерийская группа Министерства обороны Абхазии провела боевые артиллерийские стрельбы. Тем самым военнослужащие завершили полевой выход. В завершающем этапе учения также приняли участие солдаты комендантской роты Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия. Были отработаны различные варианты отражения наступления условного противника в горно-лесистой местности. 23 октября инициативная группа заявила о создании новой политической партии «Демократическая Абхазия». Учредительный съезд организации планируется провести 20 ноября в Сухуме. В составе инициативной группы Тамаз Хашба, Астамур Логу, Александр Цышба и другие. Партию возглавит Астамур Логу. У лидера партии будет 3 заместителя: Тамаз Хашба, Александр Цышба и Олег Минасян. Выпускники школы милиции завершили свой учебный курс. 23 октября их поздравил министр внутренних дел Леонид Зябшпа. На торжественном мероприятии в честь этого события выпускникам вручили долгожданные погоны и значки школы милиции. В этом году звание лейтенанта получили 27 человек. Уже в понедельник всех выпускников школы милиции ждут в центральном аппарате внутренних дел, чтобы распределить их по городским и районным отделениям милиции. Завершилась спартакиада школьников по мини-футболу среди сухумских школ. В финале встретились команды 1 и 14 школ. Со счетом 4:0 победу одержали юные футболисты первой школы. По словам главного специалиста управления образования администрации города Сухум по физической культуре и спорту Татьяны Мухвари, в этом году в спартакиаде участвовали 15 столичных школ, а также впервые команда Сухумского лицея-интерната. 23 октября общественность Абхазии высказала свое отношение к требованию оппозиции об отставке президента страны, называя его антиконституционным. Поддержать курс нынешней власти призвали в своем обращении ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Глубокую тревогу и озабоченность общественно-политической обстановкой в стране выразили члены Академии наук Абхазии. Академики предлагают всем сторонам вернуться за стол переговоров и принять совместную программу выхода из кризиса. Движение матерей Абхазии заявило, что всегда поддерживало и будет поддерживать законы избранного президента страны. Поддержку политическому курсу президента Рауля Хаджимба также выразили администрации городов, районов и сел Абхазии. В их числе администрации города Сухум, Сухумского, Гулрыбского, Гальского районов, а также депутаты районных собраний. В обращении собрания Гальского района говорится, что требования оппозиции к президенту об отставке, а также к парламенту страны о назначении досрочных президентских выборов ставят наше государство на путь, ведущий к опасному развитию политической ситуации, способной привести к разбалансированию всей государственной системы и в конечном итоге представляет собой угрозу национальной безопасности.
Это были основные события нынешней недели. А сейчас вернемся к главной теме нашей программы – политической ситуации в стране. Проанализировать ее согласился ветеран Отечественной войны народа Абхазии генерал-майор Рауль Лолуа. Здравствуйте, Рауль Валерьевич. Здравствуйте. Рауль Валерьевич, вчера мне попалась на глаза ваша публикация в социальной сети Facebook, которая анализирует ситуацию, которая сложилась вот на этой неделе, нынешнюю ситуацию. Скажите, пожалуйста, как вы видите, в чем истоки вот этой проблемы, которая длится уже более 10 лет? Проблема, которая затрагивает два противостоящих друг другу лагеря, достаточно враждебно, достаточно жестко. Как вы считаете, в чем корни? Когда возникло это противостояние и на какой почве? Спасибо за приглашение. Я постарался выразить свою мысль и выразил ее в форме текста. Также я, как и многие наши граждане, переживаю за нашу республику и, конечно же, хочу, чтобы здесь все было у нас нормально. Мы прошли очень сложный путь, и понять, наверное, все эти проблемы наши нужно немного, конечно, в историю заглянуть и вспомнить о том, что до нашей Отечественной войны наше сознание нашего народа, наш патриотизм зашкаливал. Да? То есть уровень патриотизма был очень высокий, у нас был единый враг, у нас была единая цель сделать Абхазию самостоятельной в принятии решений, соответственно, и сделать ее благополучной. Началась война, мы ее все вместе выиграли, весь народ Абхазии стал и победили врага. После войны очень, опять же, сложный период у нас начался, но уровень нашего взаимодействия со времен национально-освободительного движения еще оставался. Но прошли годы, и формироваться начала уже другая система управления, на мой взгляд, и она перерастала в форму такой вот междуусобицы. Да? То есть вопрос стоял о формировании ресурсов, да, ресурсов в той или иной группе людей. И этим людям приходилось между собой напряженно конфликтовать. То есть некоторые думали, что власть имущие, они имеют больше возможностей и распоряжаются государственными возможностями неэффективно. Соответственно, они стали в форму оппонентов и потихоньку оппонировали действующей власти. Так мы и пришли, на мой взгляд, к 2004 году. То есть в 2004 году это были выборы президента Республики Абхазия, где, вы помните, эти волнения, которые у нас сложные были. И через компромисс мы все-таки смогли прийти к какому-то целому. Но проблема, конечно же, осталась. Проблема, она шла все эти годы. И те лица, которые находились все эти годы, они, конечно, накручивали друг друга. И оппоненты уже в данной ситуации, они тоже считали, что оппозиция, да, то есть в виде оппозиции уже формы такой были выбраны, они считали, что государство неэффективно выполняет свои обязанности. Вы считаете, что эти люди слишком много и долго находились друг против друга, и именно поэтому настолько ожесточены сейчас? То есть вот эта конфронтация довольно жесткая. Эта конфронтация, опять же, мы ее наблюдаем уже много лет, она идет, да, то есть формой, что она остановится, сегодня я не наблюдаю. И то, что мы увидели последние дни митинги, в том числе уже оппозиции, говорит о том, что все-таки уровень напряжения в обществе очень велик. И это напряжение они провели через года. То есть сегодня пришло в управление те лица, которые в 2004 году, то есть в данной ситуации это президент нашей республики, а на мой взгляд он легитимный президент, он был избран большинством народа. Вот. Другой вопрос говорить о том, что качество своих обязанностей и команды, которые выполняет, об эффективности сложно. Да? Вот здесь есть вопросы. Но по большому счету, конечно же, президент легитимный, прошли выборы.
Вот, и сегодня мы можем наблюдать о том, что те лица, которые были во власти, сегодня они уже стали в оппозиции. То есть люди одни и те же, они не поменялись, лозунги не поменялись, формы не поменялись, то есть формы выражения своего недовольства практически одни и те же, все эти там больше 10 лет. Чем чревато такое противостояние? Мы видим, что каждая из сторон, больше 2000 человек собирается. Конечно же, в любой момент может возникнуть непредвиденная ситуация. Это очень опасно для нашего народа, это очень опасно для нашей республики. Вот, на мой взгляд, конечно, выходить надо из этой ситуации, и чем быстрее мы это сделаем, тем для нас, для всех это будет лучше. Охарактеризуйте нынешний кризис. Как вы его расцениваете, насколько он серьезен? Все мы говорим и пишем об этом, о том, что нам необходима консолидация нашего общества, которое мы заложили уже, как я говорю, на мой взгляд, в 90-х годах. Это, конечно, необходимо делать. И делать это нужно чем быстрее, тем лучше. Как добиться этой консолидации на данный момент? Очень важно, как пойдет, по какому пути у нас пойдет сегодняшняя действующая власть. Потому что, на мой взгляд, основные вопросы стоят у нее. То есть, когда политические партии говорят о том, что, и все об этом говорят, о том, что нам необходимо общество сплотить, это все говорят правильные вещи. Вот этим, конечно, нужно заниматься. Ответственность полностью на это взяла на себя власть. То есть она об этом тоже говорила, о том, что необходимо объединить людей, о том, что, помню, тогда еще и подписывали коалиционное правительство. Если была, значит, такая потребность, значит, по такому пути идти нужно, на мой взгляд. Если пойти по другому пути, выбрать путь давления, на мой взгляд, он не приведет ни к чему хорошему, а ситуация только будет нарастать. Я думаю, что действующая власть должна проинициировать и попытаться собрать все здоровые силы в обществе нашем и проводить и круглые столы, и конференции, с участием телевидения подключать. То есть открыто, закрыто, любые формы применять для того, чтобы найти ту точку, которая будет полезна нашим гражданам. Говорить о том, что оппозиция собрала больше людей, власть собрала меньше людей, или наоборот, конечно, на мой взгляд, это неверно. Другое, насколько лозунги, те, которые сегодня выдвигаются, они верны. Мне кажется, нужно уйти от таких митингов, уйти от этих всех мероприятий, открытых, общественных, которые они очень опасны для нашего общества, и перейти к грамотным людям, которые отвечают за политику внутреннюю, за внешнюю, люди, которые видят ее по-иному, возможно. Можно подключить любого рода специалистов наших, как внутри Абхазии, так и привлечь с других наших стран, и проговорить, какую модель нам выбрать, как нам провести Абхазию, как дальше выложить наши отношения, в том числе с Россией. То есть это те вопросы, на мой взгляд, которые стоят глобальные. Говорить о том, что сегодня не выполняются какие-то обещания, конечно, можно, но это не решит главный вопрос, не решит вопрос стабильности общества. Все должны понять, что необходимо его выложить в одну единственную цель, нашу общую цель, которую мы, возможно, потеряли и никак не можем ее найти. Да? То есть мы не можем найти ту мотивацию, тот уровень, который у нас был до войны. Если мы будем менять одно правительство на другое, люди те же самые. У нас никто не добавляется, никто не появляется. Появится, конечно, молодое поколение. Вот сейчас мы можем об этом тоже наблюдать. Это очень хорошо, что создаются общественные движения, политические партии. Мы видим уже новых ребят, новых людей. Они формируют и будут формировать уже новую платформу. Но что делать сегодня? Вот главный вопрос, что делать сегодня. Сегодня только можно войти в понять исторические наши проблемы, которые мы сами себе создали в послевоенном периоде, о них открыто сказать и все-таки выйти на диалог между ветеранскими организациями, политическими партиями, объединениями и сидеть, обсуждать все главные наши
самые основные глобальные вопросы. Сегодняшняя власть, она, конечно, должна создать условия для того, чтобы провести вот такие рода круглые столы. Да? Она должна быть в этом заинтересована. У нас очень много вопросов, которые стоят на повестке дня. Они, на мой взгляд, у всех на слуху, все об этом говорят, наши российско-абхазские отношения, вопрос о продаже недвижимости, вопрос, связанный с добычей нефти. То есть это очень много глобальных вопросов, которые обсуждают все и высказывают свое мнение. На мой взгляд, все-таки необходимо собраться всем заинтересованным, грамотным людям и обсудить этот вопрос, поставить на этом жирную точку. В вопросах с Россией необходимо, и чем быстрее, тем лучше, поставить нашу общую точку, чтобы ни одна политическая партия или организация не могла спекулировать на этих отношениях. И это, конечно, тоже надо обсуждать. Наши сельские жители, они должны заниматься своими делами. Люди, которые занимаются политикой, должны заниматься политикой. Отрывать людей от своих насущных проблем, от своих насущных дел, конечно, это неправильно. На мой взгляд, должны собраться заинтересованные, грамотные люди, те, которые отвечают за эту политику, отвечают за аналитику. Это будут экономисты, политологи, то есть различного рода люди, которые понимают в этих всех процессах, и выработать единую цель, единую стратегию, единую форму нашего движения. Ну, видите ли, проблема в том, что вот хотя мы все принадлежим как бы вот одному народу, разговариваем на разных языках. Как так получается? Вот вы говорите пригласить тех, но иногда на самом деле действительно люди, говоря на одном языке, совершенно не понимают друг друга. Почему так произошло? В семьях тоже бывает разлад, и он может быть тоже длится. Но в конечном итоге находится такое желание для того, чтобы решить внутренние семейные вопросы. Соответственно, и здесь тоже мы должны сами решить свои семейные вопросы. В Абхазии внутри никто за нас эти вопросы решать не будет. Никакое государство, которое нас признало и является нашим стратегическим партнером или дружественной страной. Мы сами должны решить наши глобальные вопросы. Мы пока этого не делаем. То есть мы пытаемся навязать волю или решение другой стране, соответственно, думаем, что они за нас решат наши вопросы. Только сами мы должны определиться, поставить уровень, планку, определить, где мы можем обсудить, а где мы просто будем стоять на нашей позиции до конца. Для этого должны, еще раз повторяю, все заинтересованные лица и силы сесть за один стол. Они должны это обсуждать открыто. И если мы не будем открыто об этих говорить проблемах, если мы не вернемся в историю и не поймем те процессы, которые раньше происходили, о чем я и говорю, историю открыто, если мы не сможем их понять, если мы не начнем оттуда, то, конечно, очень сложно будет найти консенсус. Очень сложно антагонистов, людей, которые друг с другом противоборствуют, очень сложно будет их привести в нормальное состояние. Еще раз повторяю, этим должна заняться власть, плотно этим заниматься. Вот тогда, когда уже будет выработана национальная идея, как она была выработана общая в нашем национально-освободительном движении в 1989 году, 90-х годах, да, и раньше, это то, что я имею в виду, на моей памяти плотно отразилось. Вот тогда мы сможем уже все вместе говорить об едином целом и выступить с одним пакетом. На этом пакете должна стоять абхазская печать. Этот пакет не должен никаким образом разрываться, то есть имеется в виду все те основные вопросы, которые у нас сегодня стоят, они должны быть там выложены. У нас отношения с Россией, с нашим, как мы называем, и правильно это, стратегическим партнером, они очень молодые. Говорить о том, что они сложились там, больше 100 лет назад, конечно, это история, это совершенно другая история. Сегодняшняя история совершенно другая. Мы жили в одном Советском Союзе, после этого произошла у нас Отечественная наша война, соответственно, после войны Россия нами не занималась, у нее куча была своих проблем, и мы здесь жили, формировались, пытались выжить. Соответственно, вот то, о чем я говорил, формировались группы людей, которые пытались решить свои внутренние вопросы, то есть решить вопросы сбора ресурсов. Это и привело к такому вот сегодняшнему разобщению. Поэтому
С Россией нам надо обязательно определиться. Вот. Сегодня она уже совершенно другая, после 2008 года, когда мы подписали базовый договор с Россией. В 2009 году ситуация изменилась. Она заинтересована в стабильности здесь и, конечно же, уже проводит свою внешнюю политику в отношении Абхазии очень плотно. Мы наблюдаем здесь постоянно представителей кураторов с Россией по Абхазии. Понимаем, что сложно нам сегодня будет справиться без поддержки России, но мы тоже должны сформировать единый абхазский продукт и выдать это нашему партнеру и показать. Вот видите, вот на этом мы идем, с этим мы выходим к вам, но здесь мы никаким образом не сможем своей независимостью, своей такой ситуацией никак не сможем измениться. Поэтому, конечно, тогда будет лучше. Вот все вот эти формы, они, конечно, сегодня имеют то, что мы сегодня видим. Все вопросы надо решать, постараться их все-таки выложить все вместе. Тогда вопросы будут сняты. Вот тогда, о чем я говорю, о народном сходе, о котором сегодня говорит одна из сторон, тогда можно его провести поистине национальным, где будут выработаны все вопросы, где будут выработаны все условия, где будут сняты все проблемы. Понимаете, если мы сможем экономически выстроить правильно в этом документе, в нашем общем общении все вопросы, то в государственном устройстве всем хватит места. Места хватит и тем лицам, которые сегодня оппонируют власти, и тем, которые сегодня еще только начинают строить свою жизнь. Понимаете? Для этого нужна экономика, для этого она должна работать. Если этого не будет происходить, то все так и будут рваться, стремиться попасть в правительство, занять места, в том числе и президентские места, потому что амбиции у всех очень большие в этом плане, премьер-министра, ну и там министров разных ведомств. Надо находить формы для того, чтобы реализовать свой народ, имел возможность. Но при этом те люди, активное население, активные люди, которые хотят двигаться, развиваться, им нужно дать эту возможность. Если мы ее возможность не будем давать, не будут создаваться рабочие места, такая ситуация будет только нарастать. Сегодня собралось 2000 человек, через год соберется 4000 человек, потом больше. Вот. И может произойти то, что не должно было произойти в 2014 году. Спасибо, Рауль Валерьевич, за ваше видение проблемы. Спасибо, что вы проанализировали ситуацию. Спасибо вам за приглашение в вашу студию. И очень, конечно, мы все надеемся, что наше абхазское телевидение в дальнейшем будет выполнять вот такую вот роль, где будет объединять наше общество. Спасибо. Спасибо, до свидания. Напоминаю, что в нашей студии был Рауль Лолуа, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, генерал-майор. Мы продолжаем наш выпуск. Действия нынешней оппозиции и ее сторонников будут проходить в правовом русле. Об этом заявил председатель экспертного фонда АПРА Аслан Бжания на пресс-конференции, прошедшей в субботу 24 октября. Также Аслан Бжания, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал общественно-политическую ситуацию в стране после 6-го внеочередного съезда партии Амцахара. Подробности в репортаже Амры Амичба. Оценивая ситуацию в стране как кризисную, Аслан Бжания с сожалением отметил, что надеялся на то, что власти найдут в себе силы и желание попытаться наладить конструктивный диалог с оппозицией. По мнению Бжания, последовавшая реакция властей на требования оппозиции привносит элемент конфронтации. Почему так остро реагируем? Потому что сказали, уйдите в отставку, так об этом каждому президенту будут говорить, и это нормально. В ответ на заявление властей об отсутствии оснований для отставки президента Рауля Хаджиба, Аслан Бжания привел примеры из мировой политики, когда президентов, скажем, США, Германии, Венгрии отправляли в отставку и по менее значительным поводам. Были взяты на себя обязательства, которые не были просчитаны. Мы говорим, часть наших граждан их не устраивает. Мы сталкиваемся с откровенной ложью в некоторых случаях. И еще одна беда состоит в том, что руководство нашего государства почему-то решило настаивать на своих ошибках. Почему-то никто из них не может сказать, что мы вот в этом вопросе ошиблись, мы признаем свою вину, и мы начинаем ее решать в другой плоскости. Во время пресс-конференции Аслан Бжания не раз подчеркнул, что он и его сторонники будут вести политическую борьбу в законном правовом русле. У нас замечательный закон, я благодарен тем, кто этот закон принял, он называется закон о всенародном голосовании или о референдуме.
В соответствии с этим законом мы можем любые острые проблемы, острые вопросы разрешать, в том числе по целесообразности пребывания на должности того или иного чиновника, неважно какого ранга. Я и мои сторонники будут ставить вопрос и будут решать эти вопросы в соответствии с этим законом. Те, кто намерены решать вопросы в другом ключе, они не могут быть моими соратниками. Аслан Бжани, отвечая на вопрос журналистов, что, по его мнению, в нынешней кризисной политической ситуации может объединить народ, подчеркнул. Факторов тут много, а идея одна объединяющая – это сохранение и развитие нашего государства. А это невозможно без объединения нашего народа. Но мы должны научиться любой кризис разрешать законным образом. Уличные подходы, они должны быть минимизированы. Самая главная идея сохранить нашу страну. Аслан Бжани ответил и на другие вопросы журналистов. Амра Миджба, Астамургожба, Абхазское телевидение. Это все события субботнего дня. Всего вам доброго. До свидания.